ситуация с моим мужем приняла такой общественный резонанс, и об этом кто-то узнал. А сколько сыновей, жен, мужей, братьев, сестер убиты, убийцы гуляют, да, откуплены или что-то. Который следствие вел, вот этот человек мне сказал, ищите сами. Мой дитё кому нужен? Кто я такой? Я просто рабочий человек. Сам ролик наткнулся, на самом-то деле. Я наткнулся на реакцию детей. Было тогда очень популярно. Дети, особенно где-то в Америке, выкладывали свои реакции на этот ролик в интернете. Просто снимали себя в то время, как они смотрят этот ролик. И по реакциям было видно, что там что-то страшное они смотрят, несмотря на то, что Следственный комитет утверждал на протяжении всего этого времени, что ролик является фиктивным. Меня это очень заинтересовало, потому что, знаете, дети, они чувствуют лучше, чем взрослые, вот когда им какую-то липу, особенно в дигитальном нашем сейчас пространстве, они чувствуют, когда что-то там не то. Они уже пронюхали, если там была какая-то лажа в этом плане. Вот. А здесь нет. И я посмотрел этот ролик, и, конечно же, это было настоящее убийство. Кроме того, что было настоящее убийство, я не уверен, что его смогли бы проделать даже в Голливуде, потому что это обезглавливание в закрытом кадре, фактически вблизи. Я не уверен, что в России найдется, у нацистов, тем более, найдется бюджет на такую киноиндустрию, скажем так. И меня это просто заинтересовало. И в то время параллельно со всем этим были какая-то шайка такая, 4 или 5 человек их было в Израиле, появились какие-то тоже такие псевдонацисты, которые просто начали избивать прохожих, потому что они евреи. Ну, это просто был сюр какой-то. И я решил сделать именно вот про них фильм, но пока я там получил подтверждение от канала, то их уже очень шустро прикрыли. И тогда вместо того, чтобы снимать вот про этих израильских сынов, которых поймали, я решил сделать что-то в России. Ну, вот этот ролик все время у меня лежал в голове, потому что интересно было, почему все-таки вот Следственный комитет, почему они утверждают, что реальное убийство является фиктивным. Вы поймите, это было еще до событий в Украине, когда уже сейчас уже, конечно, это смешно, с этими распятыми мальчиками все эти истории. Тогда еще все-таки у меня, так как я ничего не понимал, как вообще дела обстоят в России, то для меня я принимал это всерьез. То есть, Следственный комитет сказал, что это липа. Значит, липа. Я смотрю, что ролик настоящий. И я решил этим поинтересоваться, что ли. Так появилась идея снять этот фильм. Как вы снимали свой фильм? Конечно же, я вообще ничего не знал практически, поэтому надо было встретиться, просто охватить вот весь этот национальный бомонд, вот,
интернациональный, радикальный бомонд. Надо было просто вот поговорить со всеми лидерами, можно сказать. Я там встречался с Баркашовым, заместителем каких-то Баркашова и спокойным ныне профессором Петром Хомяковым, который потом был арестован, по-моему, умер в тюрьме. Демушкин, Румянцев, там все вот эти, все, с кем я встретился с очень огромным количеством людей, но, конечно же, не все они попали там, Белов, не все фильмы, потому что просто не было места, чтобы вместить их всех. Да и не надо, потому что в конечном итоге нужны были всего лишь там 3-4 человека. Их просто взяло время понять, что к чему и почему, и кто вообще, в какую сторону это надо тянуть. То, что называется на английском «pile suspects», корзина подозреваемых. Я мог бы там засунуть в эту корзину 8 человек, но там нечего делать 8 человек, потому что зритель не сможет уследить. В конечном итоге в этой корзине было всего лишь 3 человека. Было этого достаточно. Все равно фильм понять довольно-таки сложно, тем более для людей не российского, людей, которые не понимают, что происходит в России, потому что людям очень трудно понять вообще, какого макара нацисты делают в России. И как это вообще возможно, что в России есть нацисты. Влади, невозможно представить, чтобы российские неонацисты допустили израильского кинодокументалиста не только снимать лагеря их боевой подготовки, но и самому участвовать в совместных боевых тренировках. Да и лидеры неонацистских группировок, все крайне антисемитски настроенные, вряд ли согласились бы давать интервью для израильского телевидения или документального фильма. Кем вы представлялись для того, чтобы у вас это получилось? Понимаете, это потому что съемки фильма велись очень в течение чуть ли не 5 лет, то, конечно же, знаете, с самого начала, конечно же, да, я не оговаривал о том, что я из Израиля, я представлялся американцем, который приехал заместителем по делам Кукус-клана, который вот просто приехал там осветить с более нейтральной стороны деятельность ультрарадикальных группировок в России. Проект назывался «25 лет новой России». И фишка состояла в том, что для того, чтобы убедить людей сниматься в этом фильме, надо было сделать видимость такого респектабельного проекта, который не вытащит лидеров национальных движений, как Мудаков и так далее. И, понимаете, там, снимаешь Баркашова, то, например, там Белов, Поткин сразу захотят, потому что там Хомякова с ним. То есть это люди подтягиваются, потому что они видят, что там эти снялись, он думает, ну как же тут фильм снимает про лидеров национальных движений, как же без меня. И все подтягиваются потихоньку. Там Румянцев, сама до 17 и так далее. То есть в конечном итоге их уже не надо было убеждать это делать. Они уже как-то сами клеились, потому что, почему бы и нет. Влади, вы встречались с неонацистами из групп, таких как «Формат-18», Национал-социалистическая партия Руси, Славянский союз. Эти группы достаточно известны, а с неизвестными группами удалось контактировать? Это должно быть не очень приятное испытание. Конечно, и таких много, но они находятся относительно периферии. Но, да, молодые люди убивают таджиков, и никто это не будет расследовать никогда. То есть, знаете, на определенном этапе, там даже Шурави, мой друг, он говорит, что ты гоняешься там каким-то вот призраком, да, вот там убили, где-то похоронили, что ты гоняешься? Вот тебе человек перед тобой сидит и на камеру тебе объясняет, что он убивает людей. Вот он тебе конкретно сейчас на камеру объясняет, что он убивает людей. Слушай, пойди, возьми самострел, пойди в милицию. Просто пойди в милицию. Что ты гоняешься вот за каким-то убийством, которое там было 300 лет назад? Вот у тебя человек говорит, что вот он совсем недавно это сделал. То есть и таких моментов было очень много. Очень много. И моральные проблемы, и этические проблемы. Фильм очень сложный со стороны, потому что понять, кого ты подставляешь, как ты подставляешь, зачем ты подставляешь, что ты с этим делаешь. Это, знаете, документальное кино, это вот такой вот баланс между этикой и эстетикой. И вот где ты находишься на этой скале, это сам для себя должен определить. Это не просто. Это совсем не просто. Итогом вашего фильма расследования стал вывод о том, что количество убийств выходцев с Кавказа и Средней Азии, совершенных неонацистами, резко возросло именно к марту 2008 года, как раз перед президентскими выборами в России. Известный националист Дмитрий Демушкин вам на камеру так и заявляет, что к этому причастна власть, которая как бы говорит: вы же не хотите таких людей, как эти убийцы, у власти, значит идите и голосуйте за нас, за Единую Россию. Влади, вы убеждены в том, что российские спецслужбы имеют отношение к этим убийствам? Сейчас, после 5 лет, что я завяз в этом болоте, и мне просто пришлось выяснять, я не хочу употреблять слово расследование, но без него тут никак. После того, как я начал заниматься этим, то да. Но опять же, понимаете, это вот слышится как какая-то вот теория конспирации, вот особенно
особенно для европейского уха, потому что, вы знаете, люди, которые живут в России, там, друзья мои, там, или вот даже националисты, с которыми я общался, они об этом говорили довольно-таки открыто и постоянно. То есть, первым же Демушкин, при первом же разговоре, он говорит, ну, что, это, наверное, наша спецслужба. Ну, даже этот момент есть в фильме. И, ну, это как-то ты пропускаешь мимо ушей, потому что, ну, слушайте, вы что, с ума сошли, что ли, все? Понимаешь, и потом берет время, это процесс. Это процесс, который человек должен пройти сам собой, потому что этого не может быть. Ну, не может быть этого. И проходит какое-то время, и ты осознаешь, что ты ошибался. Они были правы. Они были правы. И ты чувствуешь себя немножко как Алиса в стране чудес, потому что столько каких-то странных и страшных чудес. Да, у меня нет насчет этого вообще никаких сомнений. Я думаю, что уж тем более после истории с Борном тоже таких сомнений ни у кого не должно это вызывать.